Самым распространенным наркотиком в нашем регионе, по данным правоохранительных органов, на сегодняшний день считается марихуана. Второе место занимает героин. Любители так называемой травки используют дикорастущее растение, либо выращивают ее сами. Дальше дело за малым. Преступникам остается лишь высушить, расфасовать и найти горе-покупателей. Бизнес этот доходный, но опасный и грозит лишением свободы. В 2021 году судами республики в общей сложности рассмотрено более 1000 уголовных дел. Из них 229 – это преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами. Это составляет 23%. И это очень ощутимо для небольшого субъекта. Это большой процент. Борьба с наркотиками – это первоочередная задача правоохранительных органов, ведь от этого напрямую зависит здоровье подрастающего поколения, а значит и генофонда страны. Только за 2021 год в регионе осуждено 220 человек, и чаще всего гособвинители просят у суда реальные сроки лишения свободы. Установлено, что злоумышленники в феврале 2017 года поэтапно сбыли лицу, действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, более 100 грамм героина в обмен на автомобиль 2015 года выпуска «Лада Гранта». При совершении преступления сбытчики наркотиков были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал жителей республики виновными и назначил каждому из них наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судебная практика показывает, что увеличилось не только количество преступлений, но и партии изымаемых наркотиков выросли. Злоумышленники теперь раскидывают дозы по всей республике, а далее уже через интернет передают своим клиентам геоданные с закладками. Так, в мае прошлого года на 7 лет был осужден житель Сунжи. Судом установлено, что мужчина в период с мая по август 2021 года входил в состав организованной группы, занимающейся сбытом героина с использованием сети интернет. Злоумышленник изымал из тайников крупные партии наркотических средств для того, чтобы расфасовывать их на более мелкие партии, а затем вновь осуществлять закладку и реализацию разовой доз героина на территории Республики Ингушетия. Наркотические средства он хранил по месту своего жительства. Однако довести свой умысел на сбыт наркотических средств в особо крупном размере до конца не сумел, так как его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота было изъято свыше 1 килограмма героина. В марте 2020-го еще один житель Магаса, которому всего 24, пойман на продаже героина. Впереди его ждут 10 лет за решеткой. Что движет теми, кто продает или употребляет наркотики? Минутная эйфория или легкие деньги? Какими бы ни были мотивы, расплачиваться приходится лучшими годами своей жизни. Зарима Ивлоева, Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.